Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодняшний ролик– это мой крик. В Якутии горит тайга, гибнут животные. Страшно, что там происходит. Рейсы откладываются, но они все равно вылетят друг за другом. И у нас есть возможность вывести хоть кого-то из этого пекла, из этого ада, из этого кошмара. Но мне нечем оплачивать им дорогу. До вечера нужно перевести 50 тысяч рублей. Я на грани нервного срыва. Недавно тяжело переболевшая. У меня нет сил, напряжение колоссальное, до тошноты. Пожары подступили к городу. Горит там, где недалеко ППЖ, где находятся собаки. В том же районе живет и Игорь. В том же районе и аэропорт. Вылеты откладывали уже несколько раз. Я не знаю, что сказать. У меня просто нервный срыв. Давайте что-нибудь сделаем. Давайте что-нибудь придумаем. Если все-таки самолеты вылетят, то надо, чтобы были деньги. В то время, когда наше внимание было приковано к Пьеро и его щенкам, девочки-волонтеры пытались помочь другой бедолаге. Знакомьтесь, это Вета. Девочке месяца 3-4. Она гладкошерстная, среднего размера. В общем, таких в Якутске терпеть не могут. Родилась, видимо, на улице. Как-то сумела вырасти и прибилась к остановке. Это и был ее дом, дорога, злые люди, злые сородичи. Девчонки видели ее и покусанной, и замусоленной собаками. Однажды волонтеры привезли Вету к Пьеро и щенкам, когда еще не были разрушены гаражи.
Но Пьеро и его девчонки не приняли Вету. Пьеро очень ревностно охранял и защищал своих девчонок. Через 2 дня Вету нашли снова на той же остановке. Как маленький щенок добрался и не попал под машину, потому что кругом дороги. Это совсем другой район, другой округ. Как Вета сумела пробежать километры и найти свой «дом» в кавычках, свою остановку. История умалчивает. Одно можно сказать. Вета необычайно умна. Как хочется спасти эту кроху, которая каждый день, каждый час вынуждена выживать в страшном равнодушном якутском мире. Она очень худенькая, очень тощая. Она, видимо, всегда хочет кушать, но понимает, что еды нет. И она смирилась с этим.